Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тысяч. Детские выплаты. Кто получит помощь, один из первых. Сроки предоставления единовременных выплат для семей с детьми. Этот день защиты детей для жителей Намского улуса стал особенным. Сегодня забили первую сваю детского сада. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тысяч. Общее количество инфицированных в России сейчас 414 878. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Суточный рост составил 2,2% против 2,3% днем ранее. Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 162. Российский фонд прямых инвестиций группа компаний «Химрар» поставит в больнице 60 тысяч курсов авифавира, первого зарегистрированного в России препарата от коронавируса. В пресс-службе отметили, что в ближайшее время первые партии будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. А начало поставок препарата в российские больницы ожидается 11 июня. Как отмечают в фонде, исследование показало, что скорость гибели вируса составляет 4 дня вместо 9 при стандартной терапии. Эффективность выше 80%. Препарат не поступит в свободную продажу, будет применяться только в госпиталях под наблюдением врача. Сейчас идет финальный этап клинического исследования авиафира с участием 330 пациентов. Испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, а также в Дагестане. За минувшие сутки в республике выявили 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, 95 новых случаев выявлено в Якутске, 8 в Алданском, 3 в Хангаласском, 2 в Мирнинском, по 1 в Нерюнгринском, Татинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Последние 4 дня вот у нас практически по 100 с лишним случаев каждый день. У нас достаточно такая серьезная ситуация по Намскому району. Мы при этом считаем, что при правильной работе оперативного штаба на месте дальнейшего распространения все-таки инфекция не получится, потому что мы работаем именно по ранее выявленным контактам. Ситуация по Алдану, хотя там последние сутки зарегистрировано 8 случаев, она тоже спокойная, это все вахтовые рабочие. Работа здесь идет по четко налаженному плану взаимодействия с недропользователями. Мы не видим сегодня угроз в целом для населения Алданского улуса. 8 человек у нас находятся в тяжелом состоянии, большинство в городе Якутске и в Мирном. Конечно же, врачи делают все, что возможно для их спасения, и в принципе очень хорошие результаты есть. Так, например, за выходные, благодаря на самом деле очень правильной работе наших медиков, с искусственного вентиляции легких снята 89-летняя пациентка, которая сейчас уже может уже самостоятельно дышать. Это на самом деле хорошее достижение и радостная новость. И хотелось бы выразить благодарность всем тем медикам, которые сегодня по всей республике борются с этой коронавирусной инфекцией. Первые случаи инфекции COVID-19 зафиксировали в Алекминском районе. Глава региона дал поручение по отмене Сехаланхо, который должен был пройти в районе. До конца недели это решение будет принято, сообщил Айсен Николаев. Я дал поручение оперативного штаба в адрес правительства республики подготовить предложение по отмене Сехаланхо, который должен был проводиться 21 числа в полном объеме. Сейчас готовится это решение, и до конца недели по согласованию с районом оно будет принято, потому что подвергать опасности жизни и здоровья жителей района в условиях, когда коронавирусная инфекция только начинает распространение в районе, тем более может быть достаточно широкий круг контактных лиц, мы никак не можем. 2 случая коронавируса зафиксировано в Алекминском районе. Это пожилая женщина, обратившаяся в больницу с пневмонией. Круг ее контактов установлен, ими оказались 40 человек. Все они помещены в обсерватор, у всех взяты анализы. На сегодняшний день готовы результаты 6, они отрицательные. Второй случай связан с 2 медиками, которые работали в санпропускнике аэропорта Алекминска.
Сегодня, 1 июня, у них взяты анализы и будут отправлены в Нерингли. На днях будут известны результаты. По словам представителей организации, у всех самочувствие хорошее, нет признаков ОРВИ, ни температуры. Что касается медиков, поскольку они были задействованы на санпропускнике, они максимально ограничивали свои контакты. На двоих установлено на сегодняшний день 22 контактных, все преимущественно коллеги. У всех взяты анализы и ближайшим рейсом будут отправлены в Якутск. На Чаендинском месторождении снят карантин. Соответствующий указ подписал глава Якутии Айсен Николаев. Ранее карантин по коронавирусу был снят с большей части территории месторождения. Такой режим оставался только на 2 участках, где располагались госпитали и изоляторы. Как сообщает оперштаб Якутии по борьбе с COVID-19, в настоящее время ситуация на Чаендинском месторождении стабилизировалась. Из 10 тысяч вахтовых работников вывезли 8 тысяч, из них 140 доставили в медучреждения Якутии. Остальные вернулись в те регионы, откуда они прибыли. Сейчас на месте остаются 2500 вахтовиков. Производственный процесс ведется в штатном режиме, говорится в сообщении оперштаба. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 4 природных пожаров на общей площади, пройденным огнем 11 363 гектаров. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 65 природных пожаров. За сутки возник 1 природный пожар и 1 ликвидирован. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Площадь активного горения составляет 18 гектаров. Начался монтаж наплавных мостов на трассе Вилюй. Проезд через реку Тюкян открыт, через реку Малая Бутуобия проехать можно будет 5 июня. На реках ведется ежедневный мониторинг ширины зеркала воды. Управление дорог Вилюй сообщает, что сквозной проезд до Мирного будет возможен не ранее 5 июня. В зависимости от погодно-климатических условий возможна корректировка срока монтажа наплавного моста через реку Малая Бутуобия. Первая партия реанимобилей, приобретенных на федеральные средства, поступила в Якутию. Республика получила 3 машины, ожидается поставка еще 8. Они повысят качество и доступность медобслуживания жителей республики. Автомобили распределятся между 3 районами – Вилюйским, Ленским и Мирнинским. Напомним, 11 автомобилей закуплены для республики в рамках распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина. Сейчас новое авто проходит необходимую регистрацию и оформление и в самое ближайшее время отправятся в район республики. Распоряжением правительства Российской Федерации 1066-Р этого года нам распределены 11 машин, и первые 3 машины мы сегодня получили. Эти 3 машины на базе ГАЗ будут переданы, УАЗ, то есть переданы 3 районам – Мирнинскому, Ленскому и Вилюйскому району. Это машины класса С, реанимобили, полностью оснащены оборудованием. На сегодняшний день все машины таким образом поступают. Именно этой марки мы получаем первый раз, которые вот представлены, но они предназначены для районов, они более проходимые. На базе УАЗ, как я сказала, у нас в городе Якутске, например, бегают на базе ГАЗа. Глава региона Айсен Николаев поздравил якутян с Днем защиты детей и призвал не оставаться равнодушными к судьбе подрастающего поколения. Сегодня в республике проживает 286 тысяч детей. По словам главы Якутии, безопасность и их благополучие является абсолютным приоритетом. Руководство республики делает многое, чтобы перед детьми были открыты все возможности для гармоничного развития вне зависимости от жизненных обстоятельств. В республике возводится новые учреждения образования, центры отдыха и оздоровления, дополнительного образования, детские технопарки. Совершенствуются меры социальной защиты, оказывается поддержка семьям с детьми, ведется планомерная работа по повышению благосостояния семей. Детский отдых станет безопаснее. Право работать с детьми останется только у тех организаций отдыха и оздоровления, которые включены в специальный реестр. В этот перечень лагеря вносят лишь после тщательной проверки. Сам список размещается в интернете. Кроме того, согласно новым нормам, к индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией детского отдыха, будут предъявлять аналогичные требования. Те лагеря и предприниматели, которые в реестр не попадут, но продолжат принимать смены школьников, могут быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Этот день защиты детей для жителей села Хамагатан Намского Улуса стал особенным. Сегодня забили первую сваю будущего детского сада. Детей от 2 месяцев до 7 лет в наследии 355. В настоящее время охват детей дошкольным образованием составляет 140. Ввод нового здания планируется в 2021 году. Проведены изыскательные работы. Ведется отсыпка территории строительства. По окончании возведения нового объекта будут объединены 2 функционирующих детских сада Сыраал и Кытылчан. В этом году мы постараемся, должны установить монолитный каркас детского сада. Должны успеть за год. У нас объекты были примерно такого объема, да? Мы их строили, знаем, чувствуем свои силы. Все будет нормально, думаю, надеюсь. На этом у меня все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.